Здравствуйте, мои дорогие любимые, с вами снова канал Life. И сегодня мы на природе гадаем на картах Таро, неправильно показала, розового миллениала, на замечательную тему. Скоро случится что-то невероятное, то, что вы совершенно не ожидаете. Что это будет? И у нас с вами, как обычно, когда я лицом гадаю, всего лишь одна позиция. Сейчас поудобнее сяду немножко. Итак, что-то невероятное в вашей жизни скоро случится. Что это будет? Что это будет? Давайте сдвинем, как обычно. Раз, два и три. И посмотрим, что на дне колоды. На дне колоды у нас колесница. Это уже очень невероятная карта, которая показывает целеустремленность, яркость какого-то человека, который, возможно, будет в вашей жизни играть роль, очень важную роль, или роль в вашей жизни транспортного средства. Может быть, вы в скором времени купите себе машину, мотоцикл, не знаю, велосипед, что-то, что передвигается, да? И также колесница показывает поездки, путешествия, командировки. То есть колесница выпала сегодня явно не зря. Ну и, конечно, это карта целеустремленности, сексуального призыва, сексуального влечения, может быть, да, и напористости. Конечно, у колесницы мужская энергия, она показывает императора, полководца, который ведет эту колесницу на победу. То есть вот у вас вот эта карта выпала, да, карта благословения, настоящее благословение для вас. Итак, у меня тут мухи летают, всякие насекомые. Мне сейчас муж показывал, как насекомое. Вов, как насекомое называется, которое ты показывал мне? Называется, название. Уховертка. Короче, это насекомое всеядное. Я говорю, ну, значит, человека тоже ест. У него такие два рога на хвосте. Такое, знаете, такое, ну, не очень хорошее мнение. Когда сидишь на лугу в лесу, конечно, насекомых очень много. Если там кто-то на меня нападет, я буду так делать, не обращайте внимания. Итак, что-то невероятное в вашей жизни. Давайте посмотрим вашу сегодняшнюю карту, как обычно. Кто вы, что вы. Вы башня. Ну, башня – это человек, у которого что-то в жизни разрушилось и строится что-то новое. Гневливый человек, яркий человек. Может быть, в вашей жизни просто сейчас такой человек играет роль, кто является неким разрушителем, катализатором, а может быть, вы являетесь в жизни разрушителем и катализатором для многих, да? Иногда башня – это когда ты решил снести свою тюрьму, которую ты строил там годами, веками для себя, да, и построить что-то новое, яркое, замечательное в своей жизни, то, что действительно ты и хотел на самом деле. То есть все, что было до этого, казалось неправдой. И все, что вы до этого строили, нужно было разрушить, потому что оно, по сути, мешало вам. Иногда это происходит, когда нам внушают, как мы должны жить, по чьей-то указке, да. И также иногда это ненавистный брак, который заставили, да, там, или вы встретили человека, с которым, абы как, да, решили строить отношения, просто потому что было предложено там, да, и сначала первый брак, допустим, был ошибкой, и вы знаете, что вот вам пришлось все снести и поставить что-то новое вместо него. Что у вас непредвиденное, неожиданное, совершенно невероятное может произойти в скором времени? Давайте посмотрим несколько событий для вас. Если вдруг кто-то, допустим, решит в случайном месте видео открыть, да, то можете посмотреть одно из этих событий. Вот. Хотя как вы узнаете, что я это все говорю, да? Так, давайте посмотрим, что невероятное в вашей жизни может скоро произойти. Вот видите, прям рыцарь мечей. Рыцарь мечей – это карта, показывающая, что может кто-то резко приехать, или вы куда-то можете отправиться. В поездку, в командировку, опять же, да, колесница не зря первой картой упала, на дне колоды была, да. И также рыцарь мечей – это поспешность, то есть кто-то к вам спешит, например, да.
Пусть даже он спешит с разговором, что-то выяснять, или вы куда-то спешите. То есть вдруг резко нужно бежать, вот ехать, ну, не знаю, торопиться. То есть это уже непредвиденное, невероятное. Давайте посмотрим, с чем это может быть вообще в принципе связано. Тут у нас тройка кубков. Спешить придется на какой-то праздник. Да? Праздник, день рождения, свадьбу, юбилей, может быть, кто-то резко куда-то позвал, встреча одноклассников, общий поход, корпоратив. То есть вот связано будет с праздником. Вы поспешите, поедете на праздник, или кто-то приедет за вами резко, неожиданно, да, и вы поспешите на праздник. То есть внезапное такое известие, внезапное куда-то, да, вот вам придется отправиться именно неожиданно для вас, куда-то побежать, поехать, полететь и там праздновать, радоваться жизни. Интересно. Так, что еще может быть непредвиденного в ближайшем будущем? Ух ты, туз кубков. Хорошая карта. Между прочим, туз кубков всегда показывает чувство через край. То есть это может быть взаимная любовь, чье-то признание в любви, как снег на голову свалилось, и вы понятия не имеете вообще, что с этим делать на самом деле. То есть туз кубков, когда он выпадает, тебе говорят: я тебя люблю. Я тебя люблю. А что я буду с этим делать? Я замужем вообще-то. Что я буду с этим делать? Вот неожиданность, да, такая. Или какое-то признание от человека, от подружки там: я тебе пару лет назад падлу сделала. Чувство через край. Как ты могла это сделать, да? Или я там твоему мужу кое-что про тебя рассказала. Как это может быть? И опять вы на нее там, да, чувство через край. То есть эмоции пойдут через край, когда вы это узнаете, что-то кто-то признается в чем-то, да, и вы не будете знать, что с этим делать. Так, или кто-то вам всю душу наизнанку вывалит. Я там к тебе это и чувствую, вот это испытываю, да. И что с этим делать? Вот так. И у вас пойдут эмоции, соответственно. То есть кто-то выводит вас на эмоции. Так, что еще там будет у вас такого неожиданного, непредвиденного? Ух ты, колесо. Что-то, что вы совершенно не сможете контролировать. Жизнь поменяется в корне, скорее всего, в скором времени у вас. И вы не можете этому препятствовать. То есть тут идет рука судьбы. С чем связана рука судьбы? Так, десятка мечей. Что-то заканчивается явно. Что-то абсолютно, вот как сказать, обрывается, да? Обрывается. Драка с кем-то обрывается. Конфликт с кем-то обрывается. Вот смотрите, пятерка жезлов рядом с десяткой мечей. Вы закончите какой-то конфликт внезапно, неожиданно для себя. Или спор с кем-то. Даже бывает спор с Богом. Вот я говорю, я вчера посмотрела фильм «Хижина» 2017. Если хотите, посмотрите. И там человек спорил с Богом. И он, закончил этот спор в конце. Поэтому вот здесь то же самое может быть, да? Может, вы спорили с Богом все это время и решите перестать. И также это может быть спор с человеком, соревнование с кем-то, желание с кем-то посоревноваться. Борьба какая-то заканчивается, драка, конфликтные ситуации с кем-то заканчиваются. По судьбе так идет, неожиданно для вас. То есть перестанете совершенно с кем-то, ссориться, например, да, с кем много лет ссорились. Бывает такое, муж с женой много лет ссорятся, с детьми ссорятся. Так, что еще непредвиденного? Я хочу все достать. У меня сегодня энергии много, я хочу все достать. Всех достать хочу. Так, звезда. Здесь непредвиденное может быть, во-первых, то, что вы станете популярным человеком. Этого я хочу, например. Кстати, надо вот эти сисяндры закрыть у нее. Вы можете стать популярной, если вы хотели этого, да. То есть, допустим, там ваши каналы на YouTube, там в ТикТоке, в Инстаграм какие-то аккаунты, мечтали раскрутить там Facebook свой, и вот вы становитесь более известны. Вот в этом сама суть звезды, да, я звезда. Может быть, вы идете на актерское, станете тогда известной актрисой, актером. Может быть, певицей, певцом. Может быть, вы станете популярным художником. То есть более популярны в своем ремесле, в своем творчестве, в своем деле, да. Интересная такая карта. Мне кажется, звезда очень много показывает о путешествиях. Она показывает о том, что можно внезапно полететь на самолете куда-то. Она показывает о том, что вы можете с кем-то общаться на расстоянии, выйти замуж за иностранца или подружиться с иностранцами. Вот мне скоро придется подружиться с иностранцами. Вот тут то же самое, да, то есть это же никто не ожидал, что я буду дружить с иностранцами. И вот звезда, да, вот откуда ты это знаешь, что с тобой вот прям завтра может произойти там
внезапно какие-то могут быть политические изменения или еще что-то. И ты куда-то летишь, с кем-то общаешься, учишь иностранный язык. Вот звезда, она может это показывать. И также она может показывать, ну, допустим, изучение истории там какого-то государства, какой-то культуры. Вдруг вы чем-то заинтересовались, что раньше совершенно вам было неинтересно, да? И вам это нравится. То есть звезда — это всегда очень большая радость, счастье в жизни. То есть это доставляет вам действительно удовольствие. Так, хорошо. Будет ли на любовном фронте сюрприз? Давайте посмотрим. И потом денежный сюрприз. Так, сюрприз на любовном фронте, 7 жезлов. Так. С колесницей, 7 2 уже у нас. И маг. Смотрите, тут как будто бы кто-то ревнивый может резко взревновать. И более того, такой активный, яркий, с сексуальным влечением к вам. Вот знаете, как будто вы общаетесь с человеком, у которого есть лидерские качества, он сам управляет своей судьбой, и вы, с одной стороны, вписываетесь в его жизнь, с другой стороны, его иногда бесите. И у вас могут быть с этим человеком столкновения по поводу ревности, именно ревности с его стороны. То есть это может быть настоящий сюрприз, во-первых, в виде таких отношений, да, человек, колесница, это может быть расстояние, ну, а во-вторых, вот и ревности со стороны человека, который вы совершенно не ожидали и не думали, что тут можно ревновать, там, да. Дальше, значит, смотрим денежный сюрприз. Ага, 3 мечей, так, дальше 5 пентаклей и солнце. У вас солнце озаряет все вокруг. Вот смотрите, вы очень расстраивались из-за каких-то денег, может быть, последнее время, да? И солнце говорит о том, что все решится, все станет на свои места, и денежный вопрос очень положительно решается, неожиданно для вас, как сюрприз такой, да, счастье большое, будет удача на вашей стороне. Может, даже в игре в какой-то удача или, там, не знаю, в лотерее, но не факт, не факт. То есть это может просто очень удачно разрешиться денежный вопрос, который у вас прям беспокоил, прям из-за этого вы, ну, сокрушались сильно. Вот, бывает, даже деньги есть, допустим, да, хватает на жизнь, но нужно решить что-то с помощью денег. Вот вы могли из-за этого переживать. И оно решится действительно в скором времени. Но это вам нужно вот прям ориентироваться, если вы прям переживали. То есть вам нужно это вспомнить, вот из-за чего вы прям сердцем переживали по денежному вопросу. Не то, что вот вы бедный человек, нет, а именно нужно решить это. Ну, там, не знаю, коммуналку за полгода заплатить. Или бывает такое, что купить какую-то крупную вещь, вот сейчас не хватает, а она очень нужна. Там, ну, мне бы, допустим, видеокамеру хорошую, дорогую. У меня сын хочет там графический планшет, там он стоит дорого, да. Или еще что-то, вот компьютер кто-то хочет. То есть что-то, что нужно для работы, для жизни. А на это, ну, сейчас нет нужной суммы. То есть вы могли из-за этого переживать действительно сердечно вот так. И это вопрос этот решится. Ну и итог наш, да, давайте посмотрим. Что по итогу скажут карты для вас, просто как послание высших сил. Ну, смотрите, паж жезлов, да, развивайся, учись, знакомься, радуйся жизни, улыбайся. То есть вот вам даже наставление идет от высших сил, чтобы вы больше улыбались, были более молодым человеком, чем в возрасте, да, даже если у вас там 60 лет вам. Покажите, что вы моложе окружающему миру, людям, что вы задорные, что вы веселые, что вам постоянно есть из-за чего улыбнуться. Попробуйте потренироваться по пажу жезлов, да, что даже в самой плохой ситуации хочется улыбнуться из-за чего-то, что может обрадовать в ней. Ну, то есть найти в плохом хорошее. Вот у меня бабушка всегда говорила, в плохом ищи хорошее. И я стараюсь всегда это делать, хоть это и трудно получается, но я стараюсь. И вот вам то же самое желаю, да, в плохом ищи хорошее. Старайся всегда находить время для улыбки, радости и счастья. Для того, чтобы другим подарить эту улыбку, потому что их нужно успокоить. Ну, вот такой ответ сегодня вам дали карты. Всем спасибо за внимание. И жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Нравятся ли вам наши консультации? Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь. Всем до новых встреч. Пока-пока.